Двухчасовое солнце никогда никому не было милосердно, особенно двум мужчинам, стоящим на гигантской сцене посреди недостроенного зала. Жара обрушивалась на поверхность, словно нечто зловещее, отражаясь от черного пола, впитавшего тепло с утра, затем снова поднимаясь в воздух и окутывая каждого, кто стоял на ней, непреодолимым слоем удушающей жары. Верхнее освещение еще не было полностью включено, но солнечный свет, льющийся с открытой стороны зала, отбрасывал тени, словно кинжалы, и безжалостно впивался в глаза. Тэхён стоял прямо в центре сцены. Наушники висели у него на шее. Он вполголоса слушал указания звукорежиссера, который говорил через наушники голосом, доносившимся, словно из конца туннеля. Время от времени он вытирал пот со лба тыльной стороной ладони. Автоматическое движение, которое он повторял десятки раз за последний час, даже не осознавая этого. Тонкая черная рубашка, которую он носил, идеально облегала его спину, подчеркивая изгиб лопаток, которые двигались с каждым вдохом. «Тэхён-си, попробуй еще раз с 8-го такта». Снова раздался голос из наушников, ровный и профессиональный, без всякого понимания того, что на самом деле происходит на сцене. Он кивнул в сторону звукорежиссерского пульта высоко посередине трибун, хотя и знал, что звукорежиссер, вероятно, не увидит этот простой кивок с такого расстояния. Старая привычка. Рефлекс от слишком большого количества тренировок, от слишком многих лет жизни на сцене и понимания того, что общение не всегда должно быть посредством слов. Справа от него Чингук делал свою вокальную разминку, серию нот, которые медленно поднимались и опускались, почти как бормотание, в то время как его руки двигались в ритме, существовавшем только в его голове. Он стоял на краю сцены, глядя на все еще пустой зал в почти религиозном молчании. Тысячи мест. Все неподвижно, без звука, без аплодисментов, без криков, лишь пластик и металл, ожидающие, когда их оживит человеческое присутствие. «Отсюда все выглядит очень холодно», — внезапно сказал Чингук, обращаясь не к кому-то конкретно, просто бросая слова в воздух, словно глубоко задумавшись. Тэхён медленно повернул голову, слегка приподняв брови. «Что?» — спросил он, хотя на самом деле прекрасно расслышал. «Сиденья», — Чингук указал подбородком на трибуны. «Отсюда пустые сиденья всегда выглядят холодными. Но когда они заполняются, все совершенно по-другому. Как будто сиденье снова оживает». Тэхён посмотрел в том же направлении, его взгляд скользил по аккуратно расставленному морю бордовых сидений и простирался до затененных верхних трибун. Там действительно было что-то тихое, но не печальное или пугающее. Скорее, как чистый лист бумаги перед тем, как на нем напишут, как белый холст перед первым прикосновением силы. «Сегодня вечером будет полно народу», — сказал Тэхён тихим, но уверенным голосом. «Да», — ответил Чингук. Этих двух слов было достаточно. Между ними двумя многое не требовало долгих объяснений. Саундчек прошел как обычно, оживленно, шумно и с множеством мелких деталей, которые большинство людей никогда бы не заметили. Звукорежиссеры бегали с места на место с обмотанными вокруг рук кабелями. Светотехники выкрикивали цветовые коды, проверяя каждый мигающий свет, словно нерегулярное сердцебиение. Кто-то из съемочной группы расхаживал взад и вперед с планшетом и паническим выражением лица, которое стало его постоянным выражением за последние 3 дня. Тэхён пропел 2 песни, внес корректировки в мониторный микс, а затем стал ждать очереди Чингука, пока звукорежиссеры тщательно проверяли уровни его микрофона. Тем временем он сидел на краю сцены, болтая ногами, и пил из почти пустой и уже не холодной бутылки теплой воды с металлическим привкусом. Краем глаза он заметил, как на нижних трибунах начали собираться несколько человек. Неофициальные зрители, так как сегодняшняя саундчек-репетиция была закрыта для публики. Возможно, это были приглашенные. Возможно, представители прессы. Возможно, у них был доступ по причинам, которые ему не нужно было понимать. Он не обращал на них особого внимания. Его внимание было сосредоточено на Чингуке, который уверенно поднялся на свое место, выполнил первую и вторую проверку, а затем начал петь первый куплет песни, которую они должны были исполнить сегодня вечером. Его голос звучал чисто и мощно, заполняя весь зал так, что некоторые члены команды прервали свою работу, не потому, что им это было необходимо, а потому, что было почти невозможно не остановиться и не послушать. Тэхён неосознанно слегка улыбнулся. Привычка, которую он никогда не мог контролировать.
Я впервые услышал этот голос. Затем раздался первый звук, который изменил все. Сначала он был едва слышен. В зале было так много шума. Эхо от несимметричных микрофонов, крики персонала, редкий низкочастотный гул аудиосистемы, что мой мозг автоматически отфильтровал весь фоновый шум, превратив его в ничтожный. Но человеческий мозг во всей своей эволюционной красоте имеет свой собственный способ различать опасные и безопасные звуки. И мозг Тэхёна, годами тренированный обнаруживать все неладное на сцене, сразу понял, что этот звук отличается. Он услышал его раньше Чингука, возможно, потому что тот был тих, не был занят пением или размышлениями о следующей ноте. Предложение. Короткое, произнесенное с нижних трибун таким тоном, который невозможно было принять за шутку или шутку. Тэхён не стал повторять это предложение про себя, даже самому себе. Но смысл этого слова проник ему в грудь, словно чернила, пролитые на мокрую бумагу, растекаясь, просачиваясь и оставляя несмываемый след. Он медленно повернулся к источнику голоса, прищурившись от яркого солнца. Там стояла группа людей, 5, может быть, 6, небольшими группами среди трибун. Некоторые из них держали фотоаппараты с длинными блестящими объективами. Другие – нет. Один из них, мужчина, стоявший впереди с руками в карманах, смотрел на сцену с выражением, которое абсолютно ничего не скрывало. Его взгляд был острым, губы слегка изогнуты, и вся его поза кричала о провокации. Чингук все еще пел. Он ничего не слышал. Его голос продолжал красиво литься, наполняя зал нотами, которые должны были приносить только радость. Тэхён чуть было не открыл рот, чтобы предупредить его, но слова застряли у него в горле, потому что в тот же момент раздался второй голос, громче первого, четче и на этот раз достаточно громкий, чтобы пробиться сквозь весь технический шум в зале. Слова на мгновение эхом разнеслись по основным динамикам, прежде чем звукорежиссер, быстро поняв, что что-то не так, отрегулировал усиление и закрыл микрофон Чингука. Но было слишком поздно. 1 секунды было достаточно. Этого было достаточно, чтобы Чингук остановился на полуслове, его рот все еще был полуоткрыт, дыхание перехватывало, как у человека, которого только что ударили чем-то невидимым. 3 секунды тишины показались 3 минутами. 3 минутами, в течение которых время словно остановилось, в течение которых воздух в зале стал густым и тяжелым, в течение которых все члены команды, еще секунду назад занятые своей работой, внезапно замерли на месте. Чингук слегка дрожащей рукой опустил микрофон. Он не обернулся. Он просто стоял там, уставившись в пустое место перед собой, на бессмысленную заднюю стену сцены, в то время как его спина, видимая с позиции Тэхёна, словно кардинально изменилась. Что-то затвердело. В плечах, в шее, в том, как внезапно выпрямился его позвоночник. Что-то невидимое, но ощутимое для любого, кто знал его достаточно хорошо. Тэхён знал его. Он знал его лучше, чем кто-либо другой в мире. И он знал, что скованность в спине Чингука – это не признак страха. Это признак того, что кто-то изо всех сил что-то сдерживает. Тэхён молча спустился с края сцены. Его шаги по твердому полу были бесшумны, но он шел с явной целью, приближаясь к Чингуку справа. «Ты меня слышишь?» – тихо спросил он, едва слышным шепотом. Это был не совсем вопрос. Он уже знал ответ. Ему просто нужно было услышать голос Чингука, чтобы убедиться, что человек перед ним все еще цел. Чингук не ответил сразу. Его челюсть слегка дернулась. Небольшое движение, обычно означавшее, что он что-то сдерживает, проглатывает слова, которые хотели вырваться наружу, но не могли. Его грудь поднялась и опустилась 1-2 раза, прежде чем он наконец открыл рот. «Слушай», — наконец произнес он. Одно слово. Беззвучное, пустое, слово, лишенное всяких эмоций, потому что иначе он бы взорвался. С трибун снова раздался голос. На этот раз это был не один человек. Раздался смех, короткий, намеренно тихий смех, как будто они знали, что делают что-то не так, но тем не менее наслаждались этим. Другие комментарии бросались на сцену, словно маленькие камешки, каждый из них сам по себе был не очень. Но когда они сыпались один за другим, это ощущалось как град гравия, царапающий кожу. Тэхён почувствовал, как что-то шевелится в его груди. Не гнев, пока. Скорее дезориентация, замешательство.
глубокое чувство. Это было похоже на то, как если бы он стоял в комнате, которую, как ему казалось, он так хорошо знал, каждый угол, каждая тень, каждая дверь, и вдруг осознал, что пол наклоняется, а стены смещаются. Это была проверка звука. Это была рабочая комната. Это было место, которое должно было быть безопасным. Так как же могли прозвучать такие слова? Он повернулся к трибунам, его взгляд скользил по рядам сидений, пока он снова не увидел группу. Некоторые из команды уже начали понимать ситуацию. Некоторые перестали работать, все еще сжимая кабели, некоторые смотрели друг на друга с обеспокоенными выражениями, некоторые делали вид, что не слышат, и продолжали свою работу в несколько слишком быстром темпе. Кто-то из руководства, женщина в наушниках и черной куртке, уже быстро двигалась к группе, но они все еще были далеко, слишком далеко. «Тэхён!» Голос Чингука окликнул его по имени. Он обернулся. Теперь Чингук смотрел на него не с выражением мольбы о помощи и не со слабостью. В его глазах было что-то, что было сложнее понять. Его глаза были темными, глубокими, как вода в колодце, слишком глубоком, чтобы увидеть дно. И в этой глубине Тэхён увидел нечто, что не позволило ему сразу ответить – решение. Чингук принял решение. «Давайте продолжим», – сказал он, и в его голосе не оставалось места для возражений. Но это было не так просто. Потому что прежде чем Тэхён успел кивнуть или что-либо сказать, последовало следующее замечание. И на этот раз оно было достаточно конкретным, достаточно личным, достаточно имен и деталей, которые не должен знать ни один посторонний, чтобы заставить что-то внутри Тэхёна разорвать нить, которую он держал натянутой. Нить терпения, нить профессионализма, нить, которая связывала его с той версией себя, которая всегда была спокойна, всегда контролировала ситуацию, всегда улыбалась, даже когда его сердце разрывалось. Он шагнул вперед. 1 шаг, 2 шага, к краю сцены, лицом к трибунам. Он точно не знал, что будет делать, когда доберется туда, будет ли он кричать, будет ли он спрыгивать со сцены, будет ли он совершать что-то непоправимое. Но его тело двигалось быстрее, чем его разум, и весь шум в зале внезапно приглушился, словно он только что нырнул под воду, за исключением звука его собственных шагов по полу сцены, которые звучали как боевые барабаны. Чингук схватил его за руку. Не сильно, не с болезненной силой. Просто рука обхватила предплечье Тэхёна, пальцы были прохладными. Несмотря на жару и влажность, давление было не сильным, но отчетливым. Напоминание. Якорь. Тэхён. На этот раз его голос был другим. Неровным. В нем было что-то влажное, что-то хрупкое, что-то на грани срыва. И именно это, наконец, остановило Тэхёна. Тэхён остановился. Он посмотрел на руку, державшую его за руку, затем на лицо Чингука. На этом лице он увидел нечто, чего редко видел, ни страх, ни смирение. Скорее, лицо человека, достигшего края очень глубокой и широкой пропасти, который посмотрел вниз и увидел бездонную тьму, и решил не падать, не потому, что ничего не чувствовал, а потому, что решил, что сегодня падение для него невозможно. «Не здесь, не перед этими людьми. Они этого хотят», – тихо сказал Чингук, едва слышно, лишь до уха Тэхёна. Его губы едва шевелились. «Они хотят, чтобы мы потеряли контроль. Они хотят, чтобы мы реагировали. Потому что если мы отреагируем, они победят». Его глаза не моргнули. «И сегодня вечером», – продолжил Чингук, – «десятки тысяч людей купили билеты, чтобы увидеть нас. Не они. Десятки тысяч людей пришли, потому что верили в нас. Мы не можем подвести их только из-за 5 человек, у которых нет лучшей жизни». На трибунах наконец-то подошла команда менеджеров. Идет разговор. Тэхён не мог расслышать слова с такого расстояния, но он видел жесты, выражения лиц и то, как некоторые из группы начали двигаться к выходам, делая шаги, которые были не совсем произвольными. Кто-то из службы безопасности заведения, крупный мужчина в черном костюме с бесстрастным лицом, стоял у двери, убеждаясь, что они действительно уходят. Постепенно шум в зале вернулся. Звук снова движущейся съемочной группы, звук перезапускаемого оборудования, кто-то кричит сверху, спрашивая местоположение и точки слежения. Мир, который, казалось, затаил дыхание на целую минуту, снова начал дышать, снова начал биться, снова начал оживать.
Но не все вернулось на круги своя. В воздухе витало какое-то другое. Оставалось напряжение, как запах дыма после того, как погас пожар. Тэхён медленно убрал руку. Чингук отпустил ее без сопротивления, без всяких усилий, чтобы удержать ее дольше. Они стояли бок о бок на этой сцене, под палящим солнцем в 2 часа дня, на черном полу, все еще пропитанном утренним жаром, посреди зала, где все еще кипели приготовления, и несколько долгих секунд ни один из них не произнес ни слова. Мягко дул горячий ветер, неся пыль снаружи, и Тэхён чувствовал запах духов Чингука, что-то легкое и цитрусовое, странная диковинка среди всего этого хаоса. «Ты в порядке?» Наконец спросил Тэхён хриплым голосом. Это был непростой вопрос. Не тот, на который можно было ответить «да» или «нет», не пожертвовав при этом частью правды. Чингук помолчал немного. Слишком долго для простого «да». Слишком долго для вежливого ответа. «Нет», — честно сказал он. Слово вышло тихо, почти шепотом, но в нем была смелость. «Я не в порядке. Но я буду в порядке». Он повернулся к Тэхёну, и впервые с момента инцидента уголки его губ слегка приподнялись. Не улыбка, а лишь легкий намек, но этого было достаточно. Тэхён кивнул. Что-то в его груди, то, что раньше ощущалось как огонь, готовый поглотить все, начало преобразовываться во что-то другое. Тяжелее, но и стабильнее. Спокойнее, но и острее. Словно камень, поставленный на нужное место после долгого бесцельного блуждания. Из наушников снова раздался голос звукорежиссера, ничего не подозревающего о развернувшейся драме, веселый и беззаботный. «Можем продолжить, Тэхёнси. У нас еще 3 песни на саундчике». Тэхён потянулся к микрофону, который он поставил на стойку, крепко сжимая пальцами холодный металл. Он проверил уровень звука, услышал собственный голос, отражающийся от монитора, затем посмотрел на Чингука, который вернулся в исходное положение. Спина прямая, как столб, взгляд устремлен прямо перед собой, микрофон крепко сжат в правой руке. Внешних признаков того, что что-то только что произошло, не было. Ни слез, ни дрожащих рук, ни сжатых челюстей. За исключением тех, кто знал, куда смотреть. Тэхён знал. Он всегда знал. «Да», — ответил Тэхён в наушнике. Одно слово. Твердо. И они начали сначала, как будто ничего не произошло. Как будто этих слов и не было. Как будто их сердца не были только что растоптаны на публике. Тэхён открыл рот и пропел первую строчку следующей песни. Его голос стал глубже обычного, тяжелее, нес в себе что-то, что он не мог выразить словами. Рядом с ним, секунду спустя, появился Чингук, и в гармонии идеально слились. Но в тот вечер было что-то особенное, что-то, что почувствовала бы даже самая равнодушная публика. Потому что именно так поступают люди, которые решают не падать. Они не забывают, они не прощают, они не притворяются, что боли нет. Они просто выбирают стоять не потому, что ничего не чувствуют, а потому, что чувствовали все, каждое слово, каждый смех, каждую царапину на сердце, и все же решили не позволить боли победить их. Они начали все сначала, пол все еще был горячим под ногами, а слова все еще эхом отдавались где-то глубоко в их груди, и они пели. Они пели для десятков тысяч людей, которые придут в тот вечер, десятки тысяч причин стоять, десятки тысяч доказательств того, что любовь всегда громче ненависти. И когда Тэхён взглянул в сторону и увидел, как Чингук поет с блестящими глазами, не от слез, а от сияния, он понял, что все будет хорошо. Может быть, не сейчас. Может быть, не завтра. Но когда-нибудь. А пока совместного пения было более чем достаточно.